Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Резкая перемена погоды сделала рабочий график канашских коммунальщиков более напряженным. Работа по уборке снега с автомобильных дорог и придомовых территорий в эти дни велась в режиме нон-стоп. Более 20 единиц спецтехники боролись со снежными заносами. Подробности у Марины Бариновой. К неблагоприятным погодным условиям и работе в круглосуточном режиме дорожные службы готовили заранее. 3 дня боролись с последствиями стихии те, кто отвечает за чистоту и порядок на улицах. Были 3 МТЗ трактора подготовлены, 3 КДМки, которые разбрасывают по СС по городу. Дополнительно 2 погрузчика, которые сейчас в данное время около железнодорожного вокзала убираем после стихийного снегопада. Вот это все. Каждый день у нас в данное время въезжает 10-12 единиц. Обслуживаем и поселки убираем. В первую очередь убираем основные дороги, где проходимость машин очень большое. А потом уже второй день, и скажем, после первого дня уже переходим плавно проселочные дороги, будем говорить, поселки очищаем от этого снегопада. Двухсменная работа у нас ведется, потому что заранее уже знаем, распределяем людей, кто первую, вторую смену, чтобы проблем не было. Но в основном проблем не было, будем говорить. Администрация нас поддерживает, контролирует глава каждый через 2 часа. И отдел капстроительства тоже ведет контроль. Какие проблемы участки сразу звонят, чтобы быстро убирали. Если проезжую часть города дорожные службы и успевали чистить, то с тротуарами было сложнее. Пешеходам приходилось самим себе прокладывать узкие тропинки, пока придворовые территории не были приведены в порядок. Проблемно было, конечно, дошли, на работу дошли. 3 на работу не смогли прийти. Ну ничего, конечно, одна вообще застряла в транспорте. Сидела до утра, проблемно было. Немало машин в дни аномальной метели были оставлены на парковках, но сделать это могли только те, для кого автомобиль – лишь средство передвижения. 2 дня. Вы решили не выезжать, не рисковать, да? Конечно. Не ездили на машине, да? Машина стояла? Несмотря на то, что последствия снегопада уже ликвидированы, сугробы в человеческий рост все еще напоминают о прошедшей стихии. Остается надеяться, что работа снегоуборочных машин не будет останавливаться ни на день, и наши дворы приведут надлежащий вид в короткие сроки. Марина Баринова, Елена Блацева, Павел Павлов. Вести недели. 1 января 2018 года вступил закон о выплатах за рождение первого ребенка. За разъяснением мы обратились к начальнику социальной защиты населения Эльвире Яковлевой. Там же поговорили с новоиспеченными родителями. Эльвира Васильевна, добрый день. В 2018 году какие новшества введены в социальное законодательство, каков размер выплаты и кто имеет право на эти выплаты? В соответствии с федеральным законом о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей, с 1 января 2018 года в России появился новый вид социальных выплат. Это ежемесячное пособие в случае рождения или усыновления первого ребенка. Эта выплата назначается семьям, в которых родился первый ребенок с 1 января 2018 года. Право на данную выплату имеют семьи, где среднедушевой размер дохода не превышает 13 995 рублей. Размер данной выплаты составляет на сегодняшний момент 8 910 рублей. А в какие сроки можно оформить выплаты? Выплата осуществляется с даты рождения ребенка и до достижения 1,5 лет. Заявлением на предоставление данной выплаты можно обратиться в любое время до достижения ребенка 1,5 лет. Если человек обратился в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, то выплата данная назначается с даты рождения. В случае обращения за назначением пособия позднее 6 месяцев, выплата осуществляется с даты подачи заявления. И куда следует обратиться за пособием? За назначением пособия можно обратиться в многофункциональный центр или отдел соцзащиты города Канаш и Канашского района по адресу город Канаш, улица Чкалова, дом 17. По всем интересующим вопросам можно позвонить по телефонам 2 24 92 или 2 17 54. Уважаемые родители, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, здоровых малышей и будем рады видеть вас в нашем отделе социальной защиты населения.
У меня первый ребенок, Милана, родилась в этом году, 6 января. О выплате я узнала в соцзащите, то, что есть такая выплата, и я очень рада, я очень довольна, что есть такая поддержка, такая помощь, так как и мне, и моему ребенку. И я благодарна вообще, что есть такие выплаты, что есть такая помощь. Спасибо. 8 января у нас родился сын. Мы его очень долго ждали. И, конечно же, я хочу благодарить за то, что есть такие пособия и выражать свою благодарность. Мы своего сына назвали Елисеем. Нашей семье помощь эта нужна. Спасибо всем. За последние 8 лет на железнодорожной станции Канаш 30 человек травмированы и 10 погибли. Такова сухая статистика. В целях предупреждения и выполнения нарушений правил нахождения людей на объектах железной дороги проводятся плановые рейды. На одном из них побывала наша съемочная группа. Переходить через железнодорожные пути нужно в строго отведенных для этого местах. Однако не все граждане относятся к этому правилу с должной ответственностью. Сегодня начальник станции Канаш и сотрудники транспортной полиции остановили десяток граждан, которые переходили пути в неположенном месте. Сортировочная горка Канаш. Дорога к управлению проходит через пути и предназначена только для ее сотрудников. Однако горожане, облюбовавшие ее, не торопятся менять своим привычкам, рискуя жизнью и здоровьем, перебегают перед локомотивом. Станция Канаш огорожена практически на всем протяжении заборами, ограждениями. Но народ, население у нас, тем не менее, ищет более легкие пути, то есть, пытаясь сократить время и расстояние, переходят пути в неположенных местах. И это очень чревато, опасно тем, что скорости пассажирских поездов и грузовых поездов очень большие, невозможно поезд сразу же остановить. И тем более у нас станция Канаш еще имеет электрифицированные пути. Около вокзала поезда стоят достаточно долго, в том числе и на пропуске и так далее. И необходимо тоже соблюдать требования, правила безопасного нахождения на железнодорожных путях. Напряжение в контактной сети достигает 27 тысяч вольт, которое, сами понимаете, смертельно при попадании под действие этого напряжения. Последний случай хочу напомнить, который, к сожалению, произошел все-таки у нас на станции Канаш, это в июне месяце прошлого года с 14-летним подростком, который залез на неположенное место и попал под действие напряжения электрического тока. Случай этот окончился смертью этого подростка. Я хочу призвать взрослых, родителей, чтобы они все-таки следили, проводили беседы, объясняли, так же, как и мы, находясь на школах, объясняли правила безопасного нахождения на железнодорожных путях. Мужчины и женщины, представители старшего поколения, под поле зрения сотрудников попали все. Для начала предупреждение, а затем административная ответственность ожидает нарушителей. Линейное отделение полиции на станции Канаш Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте предупреждает граждан об административной ответственности, предусмотренной статьей 11.1, часть 5, за проход в неустановленных местах через железнодорожные пути, который предусматривает предупреждение или административный штраф. Зачастую на железнодорожных путях травмируются и дети. С ними занимаются инспекторы по делам с несовершеннолетними. И в зависимости от возраста подросткам приходится отвечать за свои действия. Мы на них составляем административный протокол с 16 лет. Если им 16 лет нет, то мы сообщаем родителям, вызываем их и передаем в руки. Также сообщаем комиссию по делам несовершеннолетних и по месту жительства тоже в ПДН отправляем карточки. Данные протоколы административные на несовершеннолетних рассматриваются у нас в администрации комиссии по делам несовершеннолетних. Для перехода через ЖД-пути в Канаше существует 3 моста, включая автомобильный. К 2020 году планируется оградить высоким забором и данный участок путей. Тогда уж у горожан наверняка отпадет соблазн переходить с района Универбазы до Шихран и обратно, рискуя жизнью. Ирина Константинова, Павел Шевченко, Павел Павлов. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
Пчеловодам и любителям меда на заметку. В магазине пчелиной продукции по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, 89 вы сможете приобрести ульи, медогонки, рамки, защитную спецодежду, систему вывода пчелиных маток, вощину, книги о пчеловодстве, лекарственные препараты для лечения пчел и другой пчелоинвентарь, а также всевозможные масла, целебные бальзамы на основе меда, аромасвечи и многое другое. Все предложенные пчелопродукты известны своими целебными свойствами. Мы ждем вас. Город Канаш, улица Железнодорожная, 89.